Салим Яцезбе, здравствуйте! К 130-летию Беймбета Майлина Алтынсаринская сельская библиотека предлагает видеообозрение «Беймбет Майлин. Казахстан. Тарихы. Штрихи биографии». Малой родиной Беймбета Майлина является наша область, а именно Тарановский район, где в 1894 году родился Беймбет Майлин в семье бедного скотовода. Семья Майлиных — это отец, мать и бабушка, которая жила небогато в урочище Актюбе. Родителей Беймбета не стало, когда он был совсем маленький. Воспитание азы грамоты будущий публицист получил от бабушки Байдас. Майлин с любовью вспоминал свою бабушку Байдас. Бабушка, мечтавшая о моей учебе, любила поэзию, долго, без устали слушала старые эпические поэмы и нередко говорила: «Айналайн, в твое отсутствие я сочинила песенку». Тяга к стихосложению и написанию произведений передалась ее внуку. Несмотря на нужду, в 1910 году бабушка дала внука в аульной медресе. Затем он учился в Троицке в школе Уазифа, затем в медресе Галии в Уфе. В эти годы он знакомится с передовыми представителями татарской и башкирской литературы, а также с профессиональными литераторами Мухамеджаном Сиралиным и журналистом-поэтом Султанмахмутом Турайгыровым. Первые стихи и рассказы Беймбета Майлина появились именно в эти годы в рукописном журнале «Садак». Его мировоззрение шло вразрез с диктатурой того времени, когда он жил и творил. Это стало причиной его гибели. В 1933-1936 годах Беймбет Майлин выпустил 4-томник своих произведений. Это издание оказалось роковым для него. Писателя называют, а потом признают врагом народа. От рук суда пострадала его жена Гульжамал. Она пробыла 5 лет в Алжире. Старшего сына Аукена отправили как сына врага народа в Штрафбат, где он погиб. Младших отправили в Семипалатинский детский дом, а малютку Гульсум передали в дом малютки Алматы, а оттуда в Сарканский детский дом. Так раскидали семью писателей по всему Казахстану. После тяжелых времен Гульжамал нашла своих детей в Мереке, Едил, Разия и Гульсум. Жила в Караганде, где стирала одежду шахтерам, а Мереке и Едили работали на шахте. В 1957 году Майлин был реабилитирован, приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. С тех пор писатель стал примером и гордостью. Творческое наследие Беймбета Майлина занимает особое место и оставило след в истории казахской литературы. И краше стала родина, село, у берегов реки твоей, а я-то родная степь, любимая до слез. Здесь в каждом доме чтут и помнят свято, кто славу краю этому принес.